Привет, девчонки! Я Юля, мы в мастерской программы «Зеркальце», а значит пришло время творить. Привет, я Адель. Мы сегодня расскажем, как из старых джинс сделать новую, модную жилетку. И научимся делать новую прическу. Ну и, конечно же, не обойдемся без секретов и зазеркалья. Мы начинаем. Способы переделывать старые джинсы великое множество. Девочки, помните, в одной из наших передач мы делали полку-органайзер? Да, полку-карман, а еще мы шили юбку. А сегодня мы будем шить оригинальную жилетку. Для нашей будущей жилетки швейная машинка не понадобится. Будем шить вручную? Да, именно так, потому что крой жилетки очень прост, а швы будут сделаны крупными стежками. Здорово, мы начинаем. Вот джинсы. Ну что, режем? Подожди, Адель, для начала мы прорисуем нашу жилетку при помощи мелка или мыла. Линейка нам в этом поможет. Девчонки, не забудьте отступить по сантиметру для того, чтобы потом можно было края подогнуть. Вот и все. Теперь можно резать. Достаточно нарисовать только одну половинку, вторая будет симметричной. Ну, будем резать. Я тебе чуть-чуть помогу. Я прорезала жесткий шов, а теперь ты продолжай. Не забудьте отступать чуть-чуть, чтобы подогнуть потом. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Так, жесткий шов, давай я помогу тебе. Одна половинка у нас получилась. Теперь вырежем спинку и потом сделаем симметрично вторую часть. Это мы убираем все ненужное с нашей спинки. Прочертим симметрично нашу деталь. Мы вырезали нашу жилетку, штанины убрали, они нам не нужны. А теперь мы приложим нашу заготовку, посмотрим, как будет выглядеть. Так, отлично сидит. Тебе нравится? Да. Ну а теперь берем нитки, иголки и делаем красивые швы.
Джинсы, или на французском деним, очень тяжелая жесткая ткань. И чтобы легче нам было прошивать вот такие жесткие места, мы ее простучим молотком. Адель, принеси молоток. Хорошо. Та-дам! Отлично. Берем наши швы и простукиваем. Постучишь? Теперь понятно, зачем нужен молоток? Да. Держи. Простукиваем наши швы. Ну а теперь берем иголку и шьем. Ну а пока мы делаем наши модные стежки, вы послушайте, девчонки, историю жилетки. Официально первый жилет был создан в 17 веке. По внешнему виду он был мало похож на ту вещь, которую мы привыкли называть жилетом, так как у него были достаточно длинные рукава. Большие изменения в дизайне жилета случились в 18 веке. В этом столетии исчезли рукава, и жилет стал коротким. Ему дали название «английский жилет». Самую огромную популярность данная одежда приобрела во время французской революции и стала даже его неким символом. Жилет за всю свою историю существования регулярно менял свой внешний вид, однако в середине 20 века он приобрел тот фасон и форму, которая сохранилась до наших дней. Именно в это время жилет стали носить как и мужчины, так и представительницы прекрасного пола. Женщины повзаимствовали эту обычную модель из мужского гардероба и превратили в стильные произведения искусства. Как видите, девчонки, все очень просто и быстро. Адель, а ты какой стиль одежды предпочитаешь? Я очень сильно люблю носить джинсы. Да, эта жилетка замечательно подойдет для прогулки или дискотеки. Вот и все. Примеряем? С удовольствием. Отлично. Девочки, вам понравилось? Сегодня мы узнали очень много нового из истории моды, послушали советы профессионалов и сшили модную жилетку. Но наше время подошло к концу. А ваше только начинается. Увидимся в зеркальце. Пока!